Я хотел бы предоставить слово общественному деятелю Мусе Алиевичу Зурабову. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые участники этого мероприятия. Я считаю, что многие вопросы, связанные с сомнениями о том, откуда мы взяли культуру, откуда взяли язык, происходит из-за того, что не решены фундаментальные вопросы, связанные и с нашим народом, и с другими кавказскими народами в таких вопросах: от кого они произошли, когда кто из них поселился на Кавказе, кто первый, потом последующий, и поэтому возникают вот такие сомнения. Поэтому я бы хотел дать небольшую информацию из тех произведений, которые я последние 5, 6, 7 лет изучаю по сегодняшний день. Первое. Кто мы такие по происхождению? Этот вопрос широкого освещения я лично никогда не находил. Вот из того, что я нашел, наши предки – это арабы. Это йеменские арабы. И это не мои слова. Ежели до сих пор, вот до последних лет, не существовала такая наука, как ДНК-генеалогия, то было бы сложно какие-то претензии предъявлять ученым, специалистам и так далее, почему вы эти элементарные вещи не знаете. Но уже последние 40 лет эта наука существует, а последние 10 лет она интенсивно используется. Так вот, один из ведущих специалистов в этой отрасли, профессор МГУ Гарварда Клёсов, говорит, что ингуши и чеченцы живут здесь 7 тысяч лет. Какой другой народ живет на Кавказе столько лет? Нет. Значит, дальше известный всем Сатановский в своем интервью говорит, что первыми на всей нынешней территории России поселились войнахи. Слышали, наверное, это все. Так вот, в этом арабском языке алфавит-то, первая же буква как звучит? Алиф. Алиф. И еще есть фа. Поэтому мы, наши предки, являясь выходцами из Йемена, знали арабский язык, имели арабский язык. Потом, по тому, что другие научные работы, которые я изучал, мы поменяли в районе нынешнего Ирака, Сирии, Иордании и так далее. Так вот, о происхождении народа нашего, чеченского и так далее, что говорят некоторые специалисты. Не знаю, читали вы или нет книгу Альвина Каспари «Покоренный Кавказ». Ну, то, что сказано, говорят, есть и у других авторов. Он, немец по происхождению, был книгоиздателем и книготорговцем. В 1904 году издана вот эта книга «Покоренный Кавказ», и там это сборник чужих статей, исторических, научных, публицистических и так далее. Там написано: старейшины чеченские говорят, что они произошли от Али-Араба, беглеца из Дамаска, поселившегося в верховьях реки Ассы у Галгая. Это, говорит он, чеченские старшины так говорят. Так вот, известный араб-путешественник, как его называют арабским Геродотом, Аль-Масуди, в X веке находится здесь у нас в горах. И эту поездку он описывает так. Между Тифлисом и Аланским укреплением находится царство Санария. Не Цанария, а Санария. Сана – это столица Йемена. Мчардуша, Сана, Ардату. Дальше он пишет. Они говорят, что они арабы. Это араб пишет, в X веке пишет. У меня арабский текст этого произведения есть. Я его показывал нашим специалистам. Сейчас скажу, что и они говорят. И он говорит, я встречал в Йемене однофамильцев тех, кто живет в этих Кавказских горах. И нигде, говорит, больше их я не встречал в арабском мире. У нас есть здесь много выпускников исламских вузов, в том числе и за рубежом. Вот один из них, Харсию Магомед, очевидно, вы его знаете. И Зурабов, Хамзат, они вместе жили в одной комнате и 10 лет учились там в Египте, окончили их высшее учебное заведение. Они говорят,
очень много одинаковых слов арабских и ингушских. И некоторые специалисты говорят, что они заимствованы. Я очень сомневаюсь, что они заимствованы, они остались еще от того нашего языка. Когда пришли осетины, вопрос открытый стоит. То, что я нашел, они пришли на Кавказ, в Абхазию в VI веке. А рядом с нами они оказались буквально несколько сот лет назад, после того, как карачаевцы их вытеснили. Я был с Идрисом Абадиевым в гостях у доктора исторических наук Кузнецова в Минводах 2 декабря 2012 года. Он нам там говорит, что вначале осетины жили там, где сейчас карачаевцы живут. У них была прекрасная территория, прекрасная земля, примерно 100 километров от реки Кубани до реки Лабы. То есть он признает факт, что они переселились, их вытеснили, когда ушли войска от Великой Абхазской стены для того, чтобы защищаться от арабского халифата. Их абхазы вытеснили, а потом половцы, кипчаги в лице карачаевцев, балкарцев их вытеснили сюда и таким образом оказались они там, где сейчас находятся. А потом уже, когда пришла Россия, они вытащили их вот на равнину, и все их населенные пункты, можете посмотреть, их годы основания, это 19 век. Так вот, эти моменты, исторические моменты, которые не должны бы позволять так издеваться над историей ингушского народа, они сегодня не получили ответа. Я в меру своих возможностей сейчас собираю эти материалы, собрал очень многое. Часть этих моментов у меня уже года 4 назад описана, книгу я пишу о реальной истории аланов. Никакого отношения осетины к аланам не имели, не имеют. Аланы – это наши предки, и это все нужно описать. Вот та работа, которую проводит Руслан и другие энтузиасты, это очень важная работа. Она в конечном итоге найдет последователей и в научных кругах, и просто энтузиасты, любители и так далее. И потихоньку мы соберем нашу реальную, древнюю, невероятно богатую историю нашего народа и постараемся, в общем, довести это, передать нашим младшим поколениям. Я желаю всем участникам нашего этого мероприятия, особенно автору книги Руслану, больших успехов во всех творческих делах и в личных делах.